честь столетия образования СССР в Юго-Остинском государственном университете состоялась научная конференция историков. Модератор научно-практической конференции, проректор по науке ЮКУ Лана Гаглоева отметила в своей вступительной речи, что развал великой державы СССР повлек за собой необратимые негативные процессы, которые особо сильно сказались на Южной Осетии. С распадом СССР мир изменился. Войны, породившие вражду и противостояние между некогда дружественными народами, имеют место быть в современном мире. Минутой молчания почтили память невернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, защитников Отечества в войне с Грузией, а сегодня тех, кто сложили головы, участвуя в специальной военной операции на Украине. Советский Союз – важная часть мировой истории, мощная держава, страна, под влиянием которой находился весь мир. Мы все рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик прекрасно помним, что Советский Союз дал всем нам, но самые главные ценности в советское время – это, безусловно, мощь советской армии, когда вся Восточная Европа, чуть ли не вся Африка, Центральная Америка, Южная Америка, они все были в зоне влияния Советского Союза, когда и, если посмотреть в сторону Азии, там тоже чуть ли не большая часть азиатских стран были все в зоне влияния Советского Союза. Была зона влияния и в западных странах. Прекрасно помним лидера Компартии Франции Жоржа Марше. Это все была зона влияния Коммунистической партии Советского Союза. И фактически не было ни одной западной страны, где бы у нас не было крепких, сильных позиций. Даже в той же Великобритании, в тех же Соединенных Штатах Америки. Сегодня почему-то у нас в республике уже мало кто говорит про внешнеполитические угрозы. Все говорят только лишь о том, что у нас происходит внутри республики. А то, что сегодня никто еще не отодвинул риски, которые есть со стороны Южного Кавказа, об этом надо говорить. Я еще раз говорю, все мы перестали сегодня говорить о том, что может произойти, что происходит. И надо вернуть опять тему геополитики в информационную плоскость, как и тему Южной Осетии. 15 лет как закончились страшные вот эти годы агрессии со стороны Грузии, когда народ Южной Осетии одержал победу. И я думаю, что нам надо будет провести крупнейшую за всю историю Южной Осетии конференцию с участием известных политологов России, с участием известных политологов Южной Осетии, нашего университета. И дальше будет идти уверенной поступью вместе с братской Россией. На конференцию были вынесены доклады. Причины и условия объединения советских республик в СССР профессором кафедры истории Львом Басаевым, факторы образования и распада СССР, заведующим кафедрой политологии и социологии Иналом Санакоевым, образование СССР и пролеткультовские организации, заведующим кафедрой философии и культурологии Анатолием Кабараевым, Советский Союз вершина русской цивилизации, доцентом кафедры философии Коста Дзугаевым. Автономизация Южной Осетии в контексте межнациональных отношений, старшим преподавателем кафедры всеобщей истории Ириной Гаглоевой. Южная Осетия в составе СССР. История, экономика, культура. Заведующим кафедрой истории Осетии и Кавказоведения Робертом Кулумбековым. И 30 лет без СССР. Деканом историко-юридического факультета Гифика Тикоевым. История российской государственности насчитывает почти 12 столетий. За это время государственное устройство России прошло разные этапы развития. Советский этап государственного развития связан с Октябрьской революцией, когда Второй съезд Советов рабочих солдатских депутатов в своем обращении к рабочим, солдатам и крестьянам заявил, что съезд берет власть в России в свои руки. Избрал Всероссийский Центральный комитет, образовал правительство, именуемый Советом народных комиссаров. Председателем был избран как председатель Ленин. В январе 18 года Третий Всероссийский съезд Советов Россию провозгласил Советской Федеративной Социалистической Республикой. Установление советской власти на основной территории бывшей Российской империи происходило в основном мирным путем. Только в 15 губернских городах из 84 установление советской власти произошло вооруженным путем. Этот исторический факт свидетельствует о том, что Октябрьская революция была волеизъявлением наций и исторически закономерным итогом предшествующего развития России. Лев Хазбеевич уже об этом говорил в плане исторического анализа. В этом плане очень интересно также объяснить, каким образом удалось сплотить в одно государство огромные территории, совершенно разные регионы, разные народы, находящиеся
не просто на разных уровнях социально-экономического, политического и даже, не побоюсь слова, и культурного развития, но зачастую в совершенно разных культурно-цивилизационных системах. Начиная от Прибалтики и заканчивая Средней Азией, Прибалтика, Белоруссия, Казахстан, Южный Кавказ, бесконечно раздираемый противоречиями. Средняя Азия, ныне называемая Центральной Азией, которая на тот момент проживала практически в условиях, в условиях и во времени такого глубокого средневековья. Каким образом это удалось, вот это ведь на первый взгляд уму непостижимо. Как вот можно было объединить столько регионов, столько народов в одно государство и создать мощную страну? И я думаю, что здесь факторов было несколько. Самое главное, первое, идеи социальной справедливости и равенства. Ну и самая мощная идея в плане социальных проектов советских, это, конечно, была очень притягательная идея об обществе всеобщего благоденствия, которая называлась коммунизм. Нам сейчас, может быть, трудно понять, но это были такие времена, когда был, видимо, очень большой спрос на такие идеи. В эту идею поверили и за этой идеей пошли.